Добрый день, дорогие дамы и господа. Я сегодня буду говорить на русском языке, потому что, чтобы много людей это увидели, чтобы знали, я Дадабоев Изатуло Рахимбоевич, нахожусь на преследовании со стороны власти Таджикистана из-за своей идеологии, что Таджикистан страна диктаторская, и нахожусь в Германии и просил убежище от властей Германии. И вот это мой документ. Вот это мой документ. Вот. Aufenthaltsgestattung. Вот. Виза. Вот. Во время своей нахождения в Германии я со многими ребятами, которые из группы 24, из Национального альянса, из ПИВИД, разговаривал на онлайн-трансляциях, критиковал власть Таджикистана, диктаторского режима. Из-за того, что я раньше работал в Таджикистане в отделе борьбы за терроризмом, полиции, и боролся с терроризмом, когда я приехал в Германию, правоохранительные органы Германии со мной беседу проводили, и тех людей, которые они подозревают сами по их информациям на преступлениях терроризма, показывали их фотку из-за того, что я там работал, может быть, кого-то знаю. В 2018 году, когда я находился в Германии, тогда пришла одна женщина, которая помогает мигрантам и политубежищам. И когда полиция разговаривала со мной, я тех, кого знал, что когда во время работы в Таджикистане, и они были привлечены в терроризме, или подозревались, или имели связь. Я тех, которые знал, им сказал, они показали фото, потому что у них тоже есть информация, потому что борьба с терроризмом имеет единую базу по всему миру и передается между странами информация. И в 2018 году потом я больше там тех, которые знал, я сказал им. В 2012 году со стороны властей Германии, правоохранительных органов, была задержана гражданин Республики Таджикистана Карчибеков Фарод Шо. После этого меня вызвали в качестве свидетеля 2 раза допросы. А там особенно спрашивали про как работает система Республики Таджикистан, борьба с терроризмом, и мою идеологию про оппозиционных группах, которые находятся за границей. И я сказал им во время допроса, что я поддерживаю их идеологию насчет демократии, но не подчиняюсь никакому группу и никакому оппозиционной группе. Я, как человек, имею свои мысли сказать о своей стране. Все, что имею. Поэтому после этого
2012 году, в 2021 году, в сентябре, мне пришел из суда Оберланд Гериш Дюссельдорфа, вот бумага, вот бумага, пришел письмо, чтобы в качестве свидетеля участвовать в процессе обвинения тех людей, таджиков, которые они задержали с территории Германии в терроризме. Потом я попросил суда, чтобы на каких основаниях они вызовут меня в качестве свидетеля. Тогда и обосновал, что я в Таджикистане, те люди, которые были на учете, я им показал, когда-то пришел, когда они беседу проводили, как я сказал, что они подозреваются, не обвиняются. А потом они сами через 2 года разработку проводили в территории Германии, сами полиции, сотрудники правоохранительных органов Германии и задержали этих людей. Но там не было мое личное обвинение против этих людей. У нас были эти люди, Карчебеков, Фарочо, один из них, проходили как на учете. Это как им, может быть, имеет связь. И у этого Карчебекова семья живет, семья, братья, отец, мать живет в городе, где я живу. Когда они вызвали меня на допрос, вызвали в суде, я им поставил свои условия насчет того, что это таджики, и у нас есть среди таджиков слово «месть», и будут люди мстить. Потому что борьба с терроризмом – это международная борьба. И каждый человек, который имеет право, как я юрист и бывший, который с своей стороны работал в полицию, я не имел права не говорить, когда со мной разговаривает о таких темах, потому что я работал в этой системе и имел информацию. После этого суд мне уведомлял, что мы задержали этих людей, те, которые их задержали в Германии, на основании их оперативных мероприятий. Они сами проводили и сами задержали. И вот эту бумагу отправили мне. Вот бумага из суда. И все здесь написано все их доводы, как их задержали. Это власти Германии его задержали. И эта бумага Оберландгериш Дюссельдорф тоже такое. Они задержали их по их информации. После того, когда я 26 ноября 2021 года выступал на YouTube-канале оппозиционных партий Группа 24, меня увидели родственники этих людей, потому что здесь на бумагах, которые суд мне отправил, здесь есть место, где написано, что родственники, вот здесь стрелка есть, родственники этих людей знают мои данные и имя, фамилию. После того, когда я выступал на этом выступлении, меня
преследовал его брат Карчибеков Фирдавшо, когда я ходил в магазин. Я, сам бывший как сотрудник полиции, имею физические способности, чтобы на человека обезвредить или что-нибудь сделать. Но из-за того, что нахожусь в Германии, и почему этот Фирдавс интересовался мною, я сообщил полицию и встречался 18 марта с сотрудниками полиции и Staatsschutz и другими официальными лицами полиции Германии. И я им объяснил. Я проходил в качестве свидетеля по уголовному делу, и когда я выступал, его брат начал интересоваться мною. Когда он начал мной интересоваться, я начал обыскать, почему он интересовался, и он кто такой, почему находится здесь. По информациям, которые я собрал, он выдает себя на территории Германии как политический беженец и давно находится здесь со своими родителями. Но я против него ничего не имею, потому что он таджик. После обращения моего полиции, что он преследует, он, Карчибеков Фирдавшо, поговорил с сотрудниками полиции, которые у него имел знакомство, и приходил ко мне, где я живу, в общежитии. И это было 20 марта. Он приходил со своей женой. И во время разговора я сказал, что если ты против политики Эмома Али Рахмона, ты можешь сказать, что Эмом Али Рахмон диктатор. Он не смог сказать это слово. Потом, во время нашего разговора, он сказал, я собрал информацию, что он во время своего здесь, когда приходил, со многими людьми, когда говорил, сказал, что якобы его брата там в Таджикистане правоохранительные органы убили. Но оказалось, что его брат жив. Во время разговора он задавал наводящие вопросы. Почему я и кто я, и группа 24 оппозиционной партии или исламской партии, какие отношения имею. Я сказал ему, что я с ними просто дружусь и разговариваю с ними. Но он записывал. И из-за того, что он не оппозиционер и поддерживал ту нейтральную свою позицию, мне задавал некоторые вопросы, которые, чтобы между группой 24 и оппозиционными партиями делать меня, что я якобы с ними ругаюсь, и записывал. И многие люди, которые со мной разговаривали здесь, когда я находился, многие записывали, но во время разговора со многими людьми я не состоюсь в никакой оппозиционной партии. Я инакомыслящий человек. У меня есть своя позиция, чтобы освободить Республики Таджикистан от тирании и клановой системы. Когда я работал в Таджикистане и имел в системе правоохранительных органов доступ, я знал, что многие
немногие, а некоторые, те, которые лидеры из вот этих оппозиционных партий, они раньше тоже сотрудничали, работали во власти Таджикистана. И они те люди, которые во время гражданской войны у нас в Таджикистане было две страны власти. Одна система, которая хатлонская, другая гарнская. А сейчас лидер оппозиции, например, группа 24, Суроб Зафар, он из Хатлона. Я против этого мужчины ничего не имею. Но они имеют свои интересы, чтобы опять, как оппозиционеры, действовать и опять по-новому прийти во власть. Или Мухиддин Кабири тоже раньше работал депутатом. Но против него тоже я не имею ничего. Но они тоже имеют свои интересы. И еще Шарафиддин Гадоев. Много сотрудников КГБ Таджикистана, Комитет государственной национальной безопасности, ГКНБ Таджикистана, из одной района, Фарховского района. И министр ГКНБ Таджикистана тоже из Фарховского района. А Шарафиддин Гадоев тоже из Фарховского района. Потом этот Фирдаус Карчибеков, я понял потом, во время разговоров, я, в общем, когда здесь находился, после моего выступления, до моего выступления и критики власти Таджикистана, я с ним встречался, когда жил в одном другом лагере. Он приходил там у одного своего друга. Но он с того времени, может быть, интересовался мной. Кто я такой, что я такой. Но после того, когда он со стороны его адвокатов, его брата, дали информацию, что якобы я прохожу свидетелем по делу его брата, который его задержали власти Германии и обвиняют в терроризме, и идет суд, может быть, или судили, не знаю, потому что меня пригласили. Как я сказал, я им написал, по каким поводам, и объяснил свои позиции. Они сказали и объяснили мне. И потом меня не вызвали. Вот так. Потом, когда он приходил, он преследовал ко мне, мной и интересовался. И когда я сообщил полиции, вот 12 февраля 2022 года, и у меня была беседа с сотрудниками полиции, Статшут и многими властями Германии. И я им объяснил, подробно написал, здесь подробный отчет есть мой, и я с ними говорил. 20.03 он приходил ко мне, вот общежитие, и звонил. Час звонил. Потом я вышел и с ним поговорил. Он начал задавать некоторые вопросы, чтобы меня обвинить в чем-то перед другим оппозиционером. Но и когда я задавал ему вопрос, почему твой брат жив, и ты сказал здесь, что всем, что твой брат якобы там, в Таджикистане, власти Таджикистана твоего брата убили, он записывал мои все разговоры. И когда он задал мне наводящие вопросы, ты откуда взял информацию, тебе дал информацию группа 24, или Суроб Зафар, или Хусейн Ашуров, или Салмон, кто дал тебе?
Я во время разговора ему сказал, что откуда бы я не взял, может быть, из группы 24, потому что я знаю его позицию, что он сотрудничает с властями Таджикистана, потому что он обманул здесь и получил убежище и живет здесь. Потом он сказал мне, что пойдем посидим, здесь есть один Макдональдс. Я сказал нет, не хочу, но он заставил, умолял, потому что его жена сидела на его машине. И, может быть, она тоже записывала на видео. Потом он это делал, чтобы себя оправдать перед властями Германии. Но я обращался к властям Германии 19.02 февраля 2022 года. А потом я пошел с ним, сидел и сказал свои позиции насчет. Он спросил насчет оппозиции. Я сказал ему свою позицию, что да, они действительно многие, 99% оппозиции, которые выступают в блогах, многие блогеры, оппозиционеры, они действительно оппозиционеры, и они действительно хотят освободиться от тирании и диктатуры со стороны Эмомали Рахмона. Но некоторые люди, которые власти этих стран тоже знают, многие, они играют свою игру. Ту игру, которую они во время гражданской войны делали. Притяжение 1992 и 1998 годах. В то время было два страны, они воевали за власть, чтобы захватить власть и сидеть, и взять власть на себя. Но притяжение своего, когда они работали, много инакомыслящих, которые внутри страны были, они или ликвидировали, по разным путем убивали. И потом они, находясь, убежали типа из страны, и делали, критиковали власть. Может быть, лидеры этих оппозиций, может быть, правы, может быть, нет. Но я, как бывший, который сотрудник там работал, всем 99% оппозиционерам, я верю вам, гражданам Таджикистана, которые находясь и живете за границей во многих странах, я верю вам и уважаю вашу идеологию. Но как я работал в этом системе и знал много, я должен был все анализировать, анализ делать. Но после моего выступления, вот пришел этот человек, брат того террориста, который поймали, Карчебеков Фиртавшов, и я обращался в полицию, и он пришел, записывал меня. И эти мои голоса, которые закон Германии запрещает, он отправил другим людям. Сегодня звонит мне один из членов оппозиции, я не буду говорить его имя даже, потому что он тоже инакомыслящий и демократично мыслящий человек. И ему передает мои голосы, а свои голосы, которые он задает, наводящие вопросы, стирает. Может быть, он их человек был, и чтобы проверить меня был. Но когда второй раз, 25-го, он тоже через много своих знакомых, которые меня знали здесь, в этом штате, где я живу, они пригласили меня встретиться с ним. Я тогда поговорил со своим адвокатом Химмад Юсуфом насчет встречи. Он меня
предупредил, чтобы я не пошел, если бы это мое мнение. Но некоторые заинтересованные лица, которые ему помогали, одна женщина, немка она, и она мне сказала, что поедем. Я пошел там. В одном месте, в одном доме, где эта женщина, немка тоже, одного зовут Елизавета Белячиц, другого Роза Мария Грутнер. И там, у дома этой женщины, мы где-то 30 минут ждали. Пришел Фирдаус Карчебеков, брат того террориста, и с ним был еще 2 человека. Один женщина и один мужчина. Он привез их в качестве свидетеля. Мы с ним говорили. Я сказал ему, что почему ты столько времени, столько года, даже ты был информирован со стороны адвоката своего брата, что я прохожу в качестве свидетеля по твоему делу брата, ты не интересовался мной. Но я ему подробности не объяснял, что я отказался участвовать. Не я отказался, я ставил свои условия перед судом, но суд мне уведомил, что ваше участие не обязательно потом, после моих условий, потому что он тоже таджик, и я тоже таджик. И мы одна нация. И у нас есть месть, семейный, традиционный месть. После того, я с ним когда говорил, что почему после моего выступления в оппозиционных каналах ты интересовался мной. И у него была папка, внутри папка была мои фото, все, что красная папка была большая. Там он собирал все мои данные, информации, не знаю. И во время разговора он сказал, что якобы он раньше состоялся в оппозиции. Потом после того, что между оппозиционными людьми, Шарафиддин Гадоевым или Хусейн Ашуровым и Суроб Зафаром, типа несогласие получилось. И он, прекратил свои оппозиционные деятельности, типа. Но, когда мы с ним разговаривали, я лишь много не разговаривал, и вот это время опять его телефон начал гореть, и там показалось, шел диктофонная запись. И я перед Елизавета Белячиц, Роза Мария Грутнер, сказал, что почему ты голос мою записываешь? Это преступление, считается преступление по закону Германии. Сегодня мне звонит одна из группы 24 и скажет, что мои голоса записывали со стороны многих людей, которые я знаю, среди инакомыслящих, которые из Таджикистана и живут в странах Европы. Я против этих людей ничего не скажу. Они передали мои голоса этим оппозиционерам. Я человек и имею свое мнение. Я из-за того, что никакой группах, оппозиционных партиях или то, что оппозиционные партии, лидер, я не согласен с лидерами этих оппозиционных партий, потому что это те люди и те связи, которые были в то время гражданской войны. Потому что я буду открыто обращаться здесь, четко, ясно. Мухиддин Кабири тоже был
лидером партии, исламской партии в Таджикистане. Он работал в Таджикистане и был государственным чиновником. И потом всех других оппозиционеров, которые состоялись в Пивите, многих инакомыслящих, там закрыли, а его не закрыли, типа он убежал. Это меня, как человек, поставит на вопрос. Второе, почему я сам работал 11 лет в правоохранительных органах Таджикистана и знал систему. Если со стороны властей Таджикистана кто-нибудь похищается, они не сообщат. Второе, почему Шарафиддин Гадоев, который из клана Фархор, Хатлонская, это потому что там два страна было тогда тоже, Эмомали Рахмон и Убайдуллоев из Фархора, я Шарафиддин тоже из Фархора, и министр госбезопасности тоже из Фархора. А почему его освободили и он пришел? Это тоже меня, как человек, который там работал, поставит на сомнение. Это мое было мнение. И Суроб Зафар, по моим личным информациям, он родственник Гафор Мирзоева. Гафор Мирзоев сидит в тюрьме. Да, он тоже был сторонником когда-то Эмомали Рахмона, его дядя. Но как всех задержали, а он убежал. Тоже это поставит меня в сомнение. Во многих странах, в России особенно, было депортировано Каромат Шарипов, который он тоже имел у него идеология тоже был против диктатуры, против системы Эмомали Рахмона. И был потом его в Таджикистане убили. И был похищен Изат Амон, который его тоже посадили в тюрьму. Я со многими оппозиционерами разговаривал и всегда говорил, что я не признаю никакую лидер этих групп. Но я признаю 99% состоящих этих группах, блогеров, которые критикуют власть. Потому что я работал внутри системы и знаю, какая игра идет. Это по моим анализам, это мое мнение и мнение многих людей, которые находятся внутри Республики Таджикистана, и многих инакомыслящих людей, которые находятся в Республике Таджикистан. Кто работал в системе полиции, есть закон об оперативных мероприятиях. Там есть 16 видов оперативных мероприятий. Одна из видов оперативных мероприятий считается открыть таких поставных групп и из числа своих людей и установить через них инакомыслящих людей. Поэтому я, как знающий это все, работал еще, когда работал в Таджикистане, я в 2012 году еще расследовал одно дело. Сейчас я покажу. Расследовал одно дело. Напишите вот это. Вот. Фото человека. Вот. Расследовал это дело. Он тогда взорвал себя около автовокзала города Душанбе.
Но я там был следователем по этому делу. И он, этот человек, Одинаев Худой Назар, который тогда, потом на скорой увел его, он умер. Он был оппозиционером из Пивит. И во время, когда он не умирал, и там текал кровь, и я как следователь осмотр делал, и до скорой, он всегда кричал и материл, и нецензурные слова говорил про лидера Пивит тогдашнего, тогда Мухиддин Кабири был депутатом. И я работал по этому делу тоже. И тогда по этому и других его соратников тоже задержали, и я как свидетель. Там фигурировало имя Мухиддин Кабири. Но тогда у него был иммунитет и депутатская неприкосновенность. Его не разрешали нам в качестве свидетеля просто допрос делать, чтобы он знает этого человека или нет. И тогда был начальником УВД Бузмаков Аламшо, и сейчас Абдурахман Аламшо. Когда я был в этом, участвовал как следователь в этом уголовном деле, был совещание, там в этом я совещании участвовал. Тогда он тоже другим людям, которые сотрудники были, они из клана. Я ни какому клану не подчиняюсь и никакому клану не состоюсь. И эти люди, тогда когда я зашел в этот кабинет, он смотрел на окна, но он не видел меня, что я там стою. Говорил, что надо открыть за границей из числа своих людей, оппозиционеров, и установить инакомыслящих гражданов Республики Таджикистан. И таким путем ставить на другом власти, который придет, своих опять людей из тех кланов, которые в то время воевали, захватили власть, и опять те люди, но молодые люди, которые из тех кланов, что пришли во власть. И после моих выступлений, почему я это говорил, объяснил вам, после моих критик власти и то, что я знал насчет терроризма, и когда они здесь, в Германии, тоже, когда они интересовались мной, и у них есть тоже база, которой они работают, я не буду об этом подробно говорить. Когда, как знающий человек, показывает некоторые фото, которые из числа таджиков, которые они подозревают, эти власти подозревают, власти стран Европейского Союза. И когда я им тех, которые я знал, сказал о тех, потом вот этого Карчебекова Фаручо, когда они сами задержали, по их работу они задержали его, и обвинили, и закрыли. И когда я выступал, и вот этот Фирдаус, который он тоже по моим информациям, он тоже из гармских, который из клану подчиняется, и его отравили против меня, чтобы очернить меня среди народа, среди всех людей. И опять играли такую игру, как играли с Каромат Шариповым и Изад Амоном, и другими людьми, которые не состоятся в клане. Когда ты не будешь подчиняться этим или этим кланам, они будут тебя задавить таким образом и так поступать. Поэтому, что бы ни случилось со мной, я могу стоять за себя уверенно, потому что я работал и знаю, что бы ни случилось, я все свои человеческие права еще отдал полиции, где я живу, в курсе всех ситуаций, которые я им обращался. И штатшутс, и все
многие люди в курсе всего случившегося. Но я еще обращаюсь к многим международным организациям, которые защищают интерес защита свидетелей и защита политических беженцев. Что бы со мной ни случилось, я даю вам право полностью, чтобы вы защищали мой интерес как человека. Поэтому сейчас идет со стороны всех этих оппозиционных кланов атака, чтобы меня записывали, и мой голос находится у них в руках. Сегодня я разговаривал с одним из членов их и объяснил фактов, но они многие свои доводы приводят из моего голоса. Можно моего голоса записывать, и из этого голоса можно еще сделать другой голос. И никто по законам Германии, по законам, где я нахожусь, и под защитой этой власти нахожусь, не имеет права записывать мой голос. И никто не имеет права играть за моим спиной. Поэтому все, кто будут видеть это видео, распространяйте, чтобы все знали. Мы таджики, во-первых, и у нас, как я сказал, одна нация. Не разделяйте по регионам. Не думайте, что опять будет такой, митинги из числа своих людей поставленных, и будете захватить власть, и опять будете сидеть там. Нет, в этот раз народ Таджикистана уже знает все ваши игры. Поэтому многим инакомыслящим людям обращаюсь в том, чтобы они знали. Вы должны, как я всегда на таджикском тоже говорю и объясняю вам, 99%, которые находятся в Европе, в Америке, Британии, оппозиционеры, и критикуйте власть Таджикистана, вы должны знать, что здесь играют некоторые люди, которые непосредственно контролируются со стороны Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, чтобы установить инакомыслящих людей, демократично мыслящих людей. Я хочу, как человек, как работал эту систему, зашел внутри, изучал, пришел за границу, изучал оппозицию, все знал. Я всех вас уважаю за вашу идеологию и из демократической мысли. Но я не подчиняюсь никакому клану и не буду подчиняться. Как я говорил в первом своем видеообращении, что я подчиняюсь своему народу. Я клятву дал ради защиты народа, когда был офицером и работал в Таджикистане. И я на сторону народа. И пусть мой народ сам анализирует каждого моего слова и сам решает, кто прав, кто нет. Поэтому, что бы ни случилось со мной, может быть, они готовят такие тактики, чтобы очернить человека,
потому что многие из них имеют уже здесь свои основы, они освоили здесь, в Германии, и свои связи, чтобы меня депортировать или похищать в стран Республики Таджикистан. Они делали такие вещи, очернить, и такими способами многих депортировали из многих стран, из России, особенно России. Поэтому в этот раз я обращаюсь к вам, те, которые меня видят, даже оппозиционеры, даже лидеры этих оппозиционеров, особенно это касается лидеров, 99% инакомыслящих, состоящих этих оппозиционных кругах, я знаю, что вы и ваша идеология освободится от тирании и диктатуры. Но из-за того, что здесь опять те поставные люди, которые контролируются оттуда, и чтобы установить демократично мыслящих людей, я не позволю, потому что я подчиняюсь своему народу и защищаю интерес каждого своего народа. Поэтому я не обвинял вас здесь. Это мое мнение, как человек, который изучал снутри Республики Таджикистан, работая в полиции, и пришел за границу, как меня преследуют власти Таджикистана. В отношении меня возбуждено уголовное дело по 9 статьям, и я нахожусь в розыске у них. И меня преследует Эмомали Рахмон и те кланы, которые есть. И управляет этими оппозицией. Поэтому я обращаюсь даже этим кланам, которые хотите очернить меня. С вами у меня не получится так, потому что я все знаю, я уже обращался к своему народу. Мой цель единственный – объединять всех оппозицию, всех личных интересов своих бросать, личных интересов, чтобы опять прийти во власть и опять захватить, и опять делать народ, мой народ, рабом, и эти интересы отпадают. Вы должны понять одну сущность. Мой народ устал. Я из числа простого народа. Я сам добился своего успеха внутри Таджикистана. Я сам работал. Здесь пришел, да, очернили, говорили, что он такой, везде обращались, да. Все, что бы вы не делали, меня не смогли сломать. Но политика – это игра. Это нормально, надо понять. И в игре играет умный. Нельзя играть, очерняя, записывая человека. Мой голос зачем записываешь? Закон Германии, те, кто записывал, Карчебеков Фирдавшо, и ты передал другим этот мой голос, те, которые со мной разговаривали, и сегодня, и я могу, и те, которые организации, правоохранительные организации Германии, и Amnesty International, Human Rights Watch, который в курсе вы моим делом и все знаете сами, что творится. Защищайте мой интерес. Я хочу справедливости. Нельзя так поступать с оппозиционерами. Те, кто тебя не слушает, значит, его надо таким способом очернить перед народом
или перед другими людьми, нет, у вас не получится этот раз. Этот раз, как я после вчера видео сделал, будет прямо государство, которые будут созданы на основании прямой демократии. Власть будут принадлежать моему народу, и народ будут назначать всех людей, которые хотят сидеть во власти. И нельзя с чувствами человеками играть. Может быть, я из-за того, что я работал в этой системе Таджикистана и знаю юридическую систему, я вот вас с вами как играл, как вы играли со мной, чтобы узнать еще хорошо друг друга. Но я это не возьму в свое сердце, потому что, может быть, вы в каком-то смысле правы, но вы должны очистить свой мысль от таких замыслов, чтобы опять сами взять власть. Это не будет такого. Потому что многие люди, которые находятся внутри страны, они тоже хотят освободиться от тирании и клановского режима управления. Поэтому, что бы со мной ни случилось, я прошу всех, полиция, которая в курсе моей ситуации, и Amnesty International, который у вас есть в городе Кёльне, чтобы вы защищали мой интерес. Потому что я уже чувствую, что эти люди играют свою игру, чтобы очернить меня. Очернить перед и властями, и перед народом. Это контролируемые люди, которые они подчиняются какому-нибудь людям. Но я не подчиняюсь, я подчиняюсь своему народу. Я как сказал, как работал в Таджикистане, или как пришел и выступал на оппозиционных каналах, который говорил, что я не подчиняюсь никакому клану, я не подчиняюсь никакому человеку, чтобы делать чего-то. Поэтому я сейчас здесь покажу этот свой видео, который он набрал почти 400 тысяч просмотров. Поэтому вот мое выступление. Вот мое выступление. Я говорю здесь на таджикском, показываю свои документы. Я говорю, что сегодня я решение принял, буду с народом. من در تمام دولت‌های خارجی بودگی همه تاکتیکای عملیات گذشتگی فهمیدین امروز من قطعی شما فهمیدین نه اینا دیدین اینا Я порву свои документы здесь, что я говорю им, я с вами, не в группе 24. Я говорю, я с вами, с народом, который хочет свободу.
вазифаи генералия пешниҳод карда. Ина. Я говорю, что мне предлагали много должностей, но я не работал с ними никогда. کسی که هست بس کنین گپ زدن بس باید عمل کنین. کسی که هست راست بیستین. یگان کسی پیشش نمیخیدن، نه ارزو، نه امریکان، نه خیتایی، نه دیگر و دیگر. راست تمام میدونم همشه. تمام همه تیار باش، تیار. کسی که زن فرزند داره، نه هیچی نداره، نه همه چیز دادگی. فهمیدین؟ Я говорю, что от меня взяли все. От меня взяли все, действительно. Все то, что у меня было, взяли они. کسی که فرزند کودک زن میگویم که لوچه بشینین گپ نزنین. این همه قدم. کسی میخواهد که پیش برآمدن میمری نمیمری. من تمامی چیزا دیدگیم حیاتا، تمامی چیزا. نام من دادابویف عزت الله رحیم بویویچ. گوگل دام زن اون تمامی سیستم های آنتی تروریسم دنیا من میدوند که من کی تمام. من اینم قدم نگوش بودم. تایور شویم بخیزن ای پیش هیچ کنه صورت. کارمندای مقامات حفظی حقوق گفتنی هستم که همه مرا میشناسی. کدامت کی سینی ماده تیر شدی خودت میدونی که چی میشی. تمام اینم قواگویی. برادر سوال داشتم. همراه شما در واتساپ صحبت نکردیم درست؟ چی؟ همراه شما در واتساپ صحبت Здесь он говорит, что я с тобой разговаривал на WhatsApp. Я с этим человеком, который одна из членов оппозиции, говорил почти 2 года подпольно. Разговаривал я ему писал и много идей предлагал. А в этом студии я впервые. Я там с ними разговаривал, вот просто не говорил свои имя и говорил, что вот так. کسی که میگوید که ها من میخیزم. کسی که زن میگوی فرزن میگوی کو لوچه ای بود. Wir trinken noch ein Pülliken. فهمیدی؟ خونه دا بشی. خونه دا پجم کودکات بشی. فهمیدی؟ کسی که هیچی نداری اینمی من هیچی ندارم. من میخیزم. У меня ничего нет, говорю, а меня все взяли. بگوید که کسی که کارگرای مقامات مرا میدوند خوب میدوند که من چی ولی نسبتی من تمامی معلومات هم میگیره چیم فهمیدین؟ بعد خوب میفهمه. کسی که بر ضد من میخیزی خودت میدونی که کی من یگان وظیفه نمیترسم هیچ گیرم. یک مینوت من یکشان سوال کنم شما را برادر تا کدام وقت شما فعالیت کردگین در حکومت؟ من از سال 2006 من در تمام مقامات حفظی حقوق کار کردگیم. راستی گفتم میگم من در سود حربی فعالیت کاری سر کردگیم. بعدا مقامات وزارت کارهای داخله از کارمند قطاری سر کردگیم. فهمیدین؟ مفتش بدم مفتش کار. Я им не скрываю, я говорю, что да, работал я сотрудником 10 лет, в таких должностях. Работал против терроризма. Он задает вопрос, почему вас разыскивает в Таджикистане. Я отвечаю. Я ему объясняю, что одного человека освободили, террориста, и я обращался к президенту, и таким способом он спрашивает про
бежавшего командира ОМОНа Таджикистана, который присоединился к ИГИЛ, террористической организации. Другую операцию, которую я говорил им, одного человека, когда я привел к терроризму, они освободили, потому что у него диадем имел. Он имел свои диадемы. Вот это видео было сделано 26 ноября 2021 года. После этого видео мной интересовался Карчебеков Фирдавшов. Меня отравили там, в Таджикистане. در همین سالهای 2015 میگن آشوبه که میخواستن که переворот بکنن و این переворот همین تا کجا رو حقیقت داشت. Они говорят про одного замминистра Минобороны, который он хотел переворот делать. Я ему отвечаю, что его создали. Это действительно, это два клана, которые создают и своих людей убирает. Те, кто не будет слушать, их убирает. Это политическая игра. تصور کنین که خدا این خیل جوان مردا و این خیل شهر مردا را از بین اینمی جامعه یک تبا یک میاره در بر اینمی برادر ما در بر مردم میگذاره. امروز این قهرمان می حساب میره. با خدا قسم که صد سلام و صد چست بر شما برادر. اکا مردم من قسمی افسری ما برای خلق خوردگیم، برای определенный адам не. Вот здесь я говорю. Определенный клан не. Я никому не принадлежу, кланам не принадлежу, группам не принадлежу, никому не принадлежу я. Я свою клятву дал народу, своему народу. Я им говорю, я да, действительно был в Европе и хотел узнать, что за оппозиция, они действительно или нет, потому что у меня была информация, когда работал там, такие вещи слушал я. Я должен был как юрист проверить все. Я им говорю, если хотите делать революцию, надо быстро делать. Они говорят, он говорит, что народ таджика с тобой не поддерживает тебя. А сейчас игра началась. Разве это что такое? Как мне понять? Как инакомыслящего, как юриста? Объективно надо оценивать.
نه این کسایی که فقط به خاطر رحمانوف امروز سلاح گرفته فرزند ملت در سینه‌اش تیر میکشویند. ایره خوب به یاد بگیرن اون کسا. اکا من گفتم خوددا همه میگم که من قسم خب Я еще говорю, что я клятву من کسی ندارم که ای او ترسم یا نگم که او که پیشیده من ای او نمی من همه سیستم او را میدونم من خودم کار کردگیم بهترین خلاص ما همین افسرای من افسر هستم یکم تمام مقامات قدرتی حرمت میکنم همش میدونم چی وظیفه شون میدروید برای چی همون کارهای اجرا میکنن او را خوب میفهمم فهمیدین من اویم نمیگم که او طرفی اوان نه Я вот эти свои слова всегда буду держать. И я за эти свои слова буду отвечать. Но я не принадлежу никакому клану. Я принадлежу своему народу. بسیار خوب برادر، بهترین و انشالله که شما ناامید نباشین. شما اولین کس نیستید و آخرین کس نیستید. در داخل اون مقامات انسان‌هایی هستند که با ما در علاقه هستند، در تماس هستند، هم فکری مردم هستند و اونها با مردم هستند. Они говорят, что у нас есть люди, которые работают в системах, и с нами они тоже, да, действительно многие люди. فقط این پیغام شما برای اون داخل بدید و برای مردم که ببینید مردم در مبین این کسایی که در حکومت کار میکنند انسان‌های با ایمان و با وجدان هستند. Он говорит, что среди сотрудников тоже есть люди совестные, которые они хотят тоже свободы. Вот он, я ему говорю, многие люди, сотрудников тоже, они хорошие люди, они тоже хотят освободиться от этого диктатора. Но здесь играет اون ارمیه را بر ضد این ملت شما استفاده بودین. دیگر ما پس از این زویازچکتون از خودتون، این رتبتون از خودتون، ما همون ملت هستم، با ملت میمونم و جزئی همین ملت هستم و این چیز سبب افتخاری انمون ملت، سبب افتخاری خود شما میشود و دیگر جوان مردایی که در داخل وطن هستن اونها این کار نکردن، اما خدمت های بزرگ هم تا این روز کرده شدن. ان شاء الله که برادر ناامید نباید شدن در کار، با مردم کار کردن در کار تا که مردم در حال باشه. همین اگر مرد همین تاجیک نخست من خودت که میدونم فهمیدین این همه خگاب میگم من خیلی نیست که همه مقصدش یک چیز آزادی راست همین سمیه بیزار شدگی همه بیزار شدگی کی کارگری مقامات کی کارگری همه بیزار شدگی اینو گفت زدن نمیتونم. Вот эта запись, который здесь, эту запись вот на канале Хусейн Ашуров, это я этого человека тоже уважаю, Хусейна Ашурова. Там выступает Салмон Холиков, тоже уважаю. Эти люди не состоятся в этих кланах. А те, которые состоятся в клане и хотят, чтобы те люди, которые из народа выходят, чтобы у них среди оппозиции, среди народов типа не были, не знаю, авторитетов, чтобы его замочить таким способом, чтобы его записи вот такие сделать, вот такого Фирдауса отправить, и он записывает твой голос и будет обвинять тебя, позвонить или я обращаюсь всем, многим, которые играют такие игры. Со мной такие игры не получится. Я 100 раз говорил вам, 100 раз говорил, еще 201 раз говорил. Столько меня мучили, и здесь, и там мучал Имам Али Рамон, и здесь многие мучили. Заебали. Честно, извините за выражение, что я такой. Я не подчиняюсь никому. Понимаешь ты? Я не подчиняюсь. Я свободомыслящий человек.
свободомыслящий человек. Как сказал, я в своих выступлениях говорил Абрахам Линкольн, я родился свободным, и я не был рабом, и я не стану рабом, и не стану рабовладельцем. Это мое понятие о демократии. Вот это мой принцип. Вы должны все знать. Поэтому я многих из вас уважаю, но вы должны тоже уважать народ такого, как я, который много их, очень много. Вы так думаете, что типа вы, много те, которые играете такие игры, чтобы установить инакомыслящих и сами управляете, и те, которые много вас не будут слушать среди оппозиции, будут там мучат их родителей. Как я сказал, здесь, там, иди, бери, скажи, если хотите, скажите вот своим людям, даже любого вот этим кланам, своим людям, пусть идет, вот одна мама есть там у меня. Вот его уже устала она, его давят со всеми сторонами, но его даже повесите около вот национального там парка, около центра Таджикистана, Душанбе. Я не буду просить никого или прощения просить, не буду, запомните, умру, вот так умру, но мой народ должен знать правду. Мы должны, все должны бросать свой интерес одну сторону, личные интересы, и должны говорить и быть с народом, и поддерживать народ, и создать государство. А в этом новом государстве не будут власть принадлежит кланам или группа лиц. Поймите меня правильно. Поэтому всем, тот, кто будут слушать меня, тот, кто этот запись я ставлю в своем YouTube блоге, и те, которые люди будете видеть, распространяйте всем. И полиции города Зигина и штатшус города Зигина и человек, который, как сказал мне сам этот Фирдаус, один человек, я не буду тоже этого человека имя произносить здесь, полиции, который работает, он тоже помогал ему, типа он с ним дружится, и как-то от его имени тоже он говорит. Я не знаю его отношения с этим человеком, но я этого человека знаю, но он делает свою работу хорошо. Поэтому люди все должны знать, что у меня идеология демократическая, и я хочу освободить свой народ от тирании, от клановой системы, от группы лиц, которые хотят взять опять теми способами, которые раньше было. И мой народ должен быть уведомлен о всем, потому что здесь идет игра, такая игра, что они не хотят, чтобы из числа других регионов были люди. Нет, мы все таджики, как я говорил, и еще раз говорю. И многие блогеры, как Махмад Икбол Садриддин, Хусейн Ашуров, Салмон Холиков и многие другие, Парвиз, много очень других, или Астанаев, многие люди знают мою позицию, но я не подчиняюсь лидерам оппозиции.
Поймите правильно. Это вы думаете, что всех вы будете контролировать. Но я вам не верю. Это мое убеждение. Поймите правильно. Но против вас я никакой плохой мысли не имею. Вы должны понять. Да, можно других людей на страх взять или... Но со мной не получится. Поймите вы меня правильно. Я видел все. Я не из тех людей, которые... я такой, нет. Это видеообращение для безопасности, для того, чтобы нормативных законов соблюдать, потому что я нахожусь в другой стране, и пока нахожусь на их территории, буду уважать, соблюдать их законы, это нормально, и я действительно этих людей уважаю, и они поговорили со мной. Из Хагена тоже полиция пришел. Я ему объяснил. Это сотрудник полиции тоже хороший человек. Он тоже может объективно оценивать ситуацию. Но Фирдаус, тот, который брата закрыли с терроризмом, он все мутит и говорил здесь, его брат умер там в Таджикистане, но он здесь. И преследует, приходит со своими знакомыми, из них делает себе свидетелей, чтобы записывает мой голос, передает другим. И те люди, которые брали мой голос, просто берите, стерите. Если вы находитесь здесь, в этом земле, вот в этой Европе, по всему Европу, или в Америке, в любой стране, где бы вы находились, вот в этих странах, даже в России, в любой стране, Китай или любая страна, иди, тот, кто будет, у него голос мой, ты будешь просто должен отвечать, не должен записывать человека. Поймите правильно, это мой выбор. Я, если скажу, с кем-нибудь разговариваю и скажу, что я вот этого человека не уважаю, если я эту имя есть, вы должны понять одно слово. Есть имя этих группировок, не знаю, или оппозиционных групп. Я эту группу имел в виду. Если где-то что-то я, например, то, что этот Фирдаус записывал меня и давал наводящие вопросы, чтобы меня злить или чтобы, да, так поступает, чтобы человека очернить. Я как мужчина отвечаю. Как я мужчина отвечаю на таких людям, которые говорят свою позицию. Они держат нейтральную позицию и говорит здесь моего брата Карчебекова Фаридуна, по-моему, там убили, там задержали, убили, здесь говорят в Германии, а здесь говорят еще он жив, а по моим информациям, я работал в полиции, имею связь, да, друзей имею, спрошу, кто такой, что такое, это нормально. Вы же сами тоже говорите в своих видеообращениях, что у нас есть люди, там спрашиваем. Вот когда я выступал, Хусейн Ашуров сказал, что почему ты в розыске, откуда он знает, что я в розыске, у него тоже есть люди, друзей, надо это соблюдать все. Но очернить человека, такого как я не позволю никому очернить, нападать, такого вообще из своего мысля далеко делайте, пожалуйста. Поэтому обращаюсь, я, во-первых, свое видеообращение сделал, сказал все всем людям, которые будут слушать меня, и правоохранительным органам здесь, в Германии, где я нахожусь, и Human Rights Watch, Amnesty International. Что бы со мной ни случилось, я, как вам сказал, я могу защищать себя сам, и в нужное время могу сообщить вам, как было с нами у вас такой разговор. Но в случае,
что-нибудь, если случится, вы должны будут знать, что мне пришел после моего обращения к вам полицию 2 раза Фирдавс Карчебеков, стучал здесь, звонил. Я мужчина, как мужчина, вышел, с ним поговорил. Но опять через 2 женщин, которые я сказал, через них хотел, чтобы я с ним поговорил и нормализовал отношения. Я пошел, опять там у него папка, все, мои данные у него, и записывает мой голос, и этот мой голос сейчас передал всем. А это что? Я там ничего не сказал. Я ему сказал, Фирдавсу задавал вопрос. Ты скажи, если ты оппозиционер, что Эмомали Рахмон диктатор. Он не смог сказать этот вопрос. Я оппозиционер. Если человек не скажет этот, у меня выступление есть, я там говорю. Если человек не скажет, Эмомали диктатор, перед тобой, тем более я, оппозиционер, открыто критикую. Если не скажет, он его человек. А люди из группы 24 звонят мне, скажут, что он нам говорит, что Эмомали диктатор. Нет, такого не будет. Если он находится здесь, если получил, вот выступает, пусть говорит. Такие игры будут критиковать человек. А он должен, многие люди должны понять. Здесь играет, даже этот Фирдавс много чего не понимает. Честно. Здесь играют те люди, которые, как я в своем видео сказал, те люди, которые опять те стороны, опять те игры, но тогда была война, а сейчас информационная война. Информационная война. Мой народ должен знать это. Я не подчиняюсь, еще раз говорю, никакому клану, никакому определенных лиц, никакому, ни даже Эмомали Рахмону. Я инакомыслящий человек. Я на сторону своего народа. У меня нет регионов. У меня есть одно слово, которое я 2,5 года, даже 1,5 года, и передавал это свое слово, чтобы распространять и Салмон Холикову, и Мохаммад Ихболу Садриддину, и другим блогерам, чтобы они, вот многие мои идеи, я говорил им, не показывая своего лицо, чтобы они распространили эту идею. Потому что я хочу освободить свой народ от рабства. Спасибо за внимание и терпение.